Добрый вечер. С приближением холодов, а до них осталось совсем немного, непременно актуальным становится вопрос выработки и доставки электроэнергии в наши дома и различные предприятия. От качества и стабильности получаемой электроэнергии и от ее цены зависят любые производимые товары и услуги. А также мы для отопления в основном используем электроприборы. Централизованного отопления в наших городах практически нет. Для того, чтобы понять, в каком положении находится электроэнергетика страны, мы пригласили в студию компетентных и достаточно информированных гостей. Представляю их вам. Представители от Черноморэнерго, директор по оперативно-технологическому управлению и режиму Кварчи Руслан Цыблович. И Джинжоли Тимур Иванович, директор МУП СУЭС. Хатуна Акакиевна, доцент кафедры национальной экономики. Общественный деятель Джопло Тенгиз Шотович, депутат парламента Айба Батал Эдуардович. Министерство экономики представляет заместитель министра экономики Миклаби Тимураз Зурабович. Здравствуйте. В тематике нашей дискуссии есть много различных аспектов, которые касаются электроэнергетики. Но мы не можем начать, не рассказав вообще о положении, состоянии на сегодняшний день в электроэнергетике Абхазии. Вот это к вам, наверное, Руслан Цыблович. Черноморэнерго — это энергетическая компания, которая обслуживает всю энергетическую отрасль Абхазии. В общем, мы обслуживаем более 700 километров воздушных линий высоковольтных: 35, 110, 220, 500 киловольт, 42 подстанции, 35, 110, 220, 500 киловольт, более 4800 километров воздушных линий распредсетей, это 0,4610 киловольт, более 200 километров кабельных линий 0,4610 киловольт. В общем, это сети ваши. Это все сети высоковольтные и распредсети. И подстанции. Такое количество. Ну, следует учитывать, что в Абхазии очень пересеченная местность, то есть горная, и очень большие затраты для обслуживания этих линий, потому что они все проходят в горах, и 220 и 110. Там овраги, горы, пересечения, и требуются большие капитальные затраты на обслуживание, ремонт этих линий и электропередач. А само состояние энергетической отрасли в крайне изношенном состоянии, ну, за исключением объектов, которые были отремонтированы, отреконструированы за счет инвестпрограмм. Все время что-то ремонтируется, все меняются сети, и этому, наверное, нет конца и края. Ну, все время ремонтируется. То что-то сгорает, то что-то, ну, понятно. Ну да, я хочу тоже объяснить, что мы все не можем ремонтировать, потому что у нас один источник питания – это Ингургэс. То есть эти линии, чтобы их ремонтировать магистрально, мы должны обеспечивать всю Абхазию. Поэтому нам не представляется возможность ремонтировать капитально эти линии электропередач. И то есть поэтому иногда срочные ремонты, аварийные, мы предупреждаем население, организуем переток со стороны России, и вот такие неотложные задачи. А чтобы капитально все это отремонтировать, не представляется возможным пока на данный момент. Вот представится возможность, это во время, дальше скажу, во время остановки Ингургэс, вот тогда это магистральная первая. Тогда есть возможность ее капитально отремонтировать. Именно первая линия — это вот сейчас все ожидаем планового ремонта Ингургэс, да? Вот, ну, Да. запланированный он, да, Запланирован, этот ремонт? Да. Там, я не знаю, это в какие сроки должно пройти? Ну, да, Ингургэса, остановка Ингургэса запланирована с 15 февраля до конца мая 2021 года. Ну, до этого мы должны сказать, что уже в энергоотрасли образовался дефицит электроэнергии. То есть уже мы, можно сказать, потребили нашу часть. Ну, все знают, это 40% во всей вырабатываемой электроэнергии каскадами Ингургэс.
И образовался такой дефицит. То есть до 1 января 2020 года дефицит составит 200-230 миллионов киловатт-часов. Потом с 1 января до остановки Ингургэс на ремонт 300-340 миллионов киловатт-часов. А за период полной остановки дефицит составит 700-800 миллионов киловатт-часов. И то есть общий дефицит, нам нужно покрыть общий дефицит в размере миллиарда 140 миллионов киловатт-часов. Это с ноября, да, вот начинается? Это, да, Дефицит вот да, у нас начинается да, с ноября дефицит месяца. уже начался. Так. И заканчивается Да, и когда вот в по конце срокам? мая, да. В конце Почему мая? дефицит, да, такой относительно низкий, то есть грузинская сторона до полной остановки, до полной остановки станции уже до 70% вырабатывания электроэнергии будет поставлять в Абхазию, чтобы уменьшить этот дефицит. Перераспределение, переток. Ну, не перераспределение, то есть, входя, общем. можно сказать, в положение. И поэтому, да, чтобы, слухи тоже идут в население, кто-то выложил, там, график верных отключений, да, и так далее. Ну, дефицит чем покрывается? Он покрывается двумя путями. Или ограничение подачи электроэнергии потребителям, это верное отключение, или поставка электроэнергии извне, то есть покупка. Верное ограничение тоже мы не сторонники этого, потому что верное отключение пагубно сказывается на состояние нашего энергетического оборудования. Да, Потому каждое что включение, частые выключение, включение ни к чему хорошему и для населения, и для В быту тоже тех, тех летит немногих, техника у может, людей. предприятий, которые работают. Поэтому, Ну, да. вот поподробнее об этом графике, потому что вот говорят о неком графике в соцсетях, там я его в глаза Графика не видел. практически нет. Это Ну, просто, этого нет да, пока. график, всегда техническое руководство энергоотрасли, когда образуется дефицит или прогнозируется, должно разрабатывать меры, обязано, чтобы, потому что если Ну, образуется то есть пока энергетический кризис, вы не объявляли, что мы не какой-то объявляли, верное но эти будет графики, это выключение. обязанность технического То есть нет пока персонала. ничего такого. Вот. Это руководство там и правительство будет решать, как этот дефицит Ну, то есть этот вопрос не обговаривался, не обговаривался, и конечно. он не мог быть там где-то в Он не соцсетях мог быть, реально. да, не мог не выложить нигде ничего. Это нормальный процесс в любой энергосистеме. На время может линия отключиться, может что-то аварийно отключиться. В это время нужно вводить какие-то графики. Естественно, мы не можем знать, но где-то что-то слышали. От вас хотим услышать, какова собираемость средств это мы за знаем. электроэнергию. Собираемость очень низкая, составляет 54%. Собирается 350 миллионов рублей, по-моему. Да. А было бы 700, да, вот, если 100% собирали бы. Да, если бы 100% собирали бы, было бы 700 миллионов. То есть, что нужно про собираемость сказать? Что 50% это очень низкая цифра. Ну, добровольно Да, люди не низкая хотят платить. цифра, Понятно. учитывая, что для населения тариф очень низкий, 40 копеек, и он давно не пересматривался. А если нам придется закупать вот, для покрытия дефицита в России киловатт-час стоит 2 рубля 75 копеек, а наше население и Вот 40 нет копеек никаких, не может у заплатить. Черноморэнерго нет никаких рычагов влияния, вот, чтобы Вот и оплачивали люди за насчет рычагов. использованную энергию. Да, рычаги, которые есть, существуют, они очень такие слабые. То есть там какие-то штрафы. Ну, за крупную сумму, например, вот, можно да, подать в суд на да, человека за самовольное или подключение к бизнесмена. энергетическим сетям, наложение штрафа на граждан от 1800 рублей до 2000, а на юридические лица от 6000 до 9000 рублей.
что это низкие суммы. Там они могут подключить большую мощность, да, и работать, а штрафы Это вот такие уже к низкие. законодателям, да, То есть, вопрос. да, это законодателям, да, если будет Ну, это приниматься... смешно, конечно, штраф такой. Я там, допустим, у меня там бизнес, какой-то цех, я да. там, не знаю, там потрачу кучу электроэнергии, и я заплачу Ну, вот мизерные юридические лица 6-9 тысяч рублей. 6-9 тысяч рублей. Да. Так лучше не платить, конечно, ему. Нет, ну это не Получается. совсем так, Руслан. Это штраф за незаконное подключение, подключение. а Незаконно. начисление за использованную электроэнергию в любом случае энергосбыт проведет без прибора учета по анализу. установленной мощности. Ну, это уже за использованную. За А использованную штраф просто электроэнергию. за За подключение, самопроизвольное. да, вот Да, такие я, штрафы, да. я об этом и сказал, за самопроизвольное подключение. То есть об этом тоже административный, именно в энергетике за подключение уже более жесткие должны быть, Да. приниматься меры, потому что у нас уже дефицит, это электроэнергия, она... Вот почему я спросил, знаете, вот, ну вот если будет такая собираемость, ну вот 700 миллионов, допустим, Да, в год. да. Черноморэнерго может за 700 миллионов как-то, ну, не знаю, укрепить свою систему Сейчас я расскажу, да. энерго... За 700 миллионов Черноморэнерго ничего не построит, ни одну ни подстанцию, ни линию. Не, ну в год, конечно, но ежегодно же что-то можно делать, да, Ну, вот какие-то это на сети. поддержание отрасли, потому что 40 копеек это же не себестоимость обслуживания электросетей. Ну, для Черноморэнерго себестоимость вот, обслуживания, ну, на киловатт-часа себестоимость не входит генерация, потому что мы тогда берем Понятно, оттуда. если говорить о мировых ценах, мы далеко зайдем, к мировым зарплатам придем и прочее. Вот, понятно. А ситуация по Сухому, вот, наверное, там начальнику Да. СУЕС, Ну, в двух словах, директору. по городу у нас ситуация, конечно же, растут нагрузки ежегодно. Прирост составляет где-то порядка 8-10%. Но в то же время за последние вот эти 2-3 года все районные электросети почувствовали огромный прирост нагрузки за счет майнеров, так называемых. Их на сегодняшний день очень большое количество. Это приняло характер бесконтрольный, это приняло характер самовольный. Вот. Ну, в процентном отношении, вот я слышал, около 30% электроэнергии сжигают, ну, то есть используют Ну, майнинг. смотрите, по ориентировочному анализу, который провели в Черноморэнерго службы технические, ну, порядка 90-100 мегаватт сегодня подключенных мощностей именно по майнеру. Ну, это сколько процентов 100 составляет? мегаватт это составляет как раз наш сегодняшний дефицит. Да. Это процентов 20-25. Да, наш сегодняшний дефицит. И это... То есть Нет, это по Абхазии. вообще общем. по Абхазии, из Общий всей по потребляемой нами энергии, Потребляемой нами энергии Да. от 40% тех Нет, договоренностей, 25-30%, которые да, у вот нас это есть Даже с не от грузинской 40, стороной, даже не от 40, даже выше. даже выше. Да, потому что То есть 40 мы это... превышаем тот лимит, который Мы на свой лимит Республику 40% Абхазия сегодня превысили. выдает наша Да. подстанция. Да. ну, это вообще же Электрическая Ингургэс, это же пиковая станция с сезонным регулированием. Вот я читал. Да, то есть да, это все верно. так вспомогательная была, хоть она и самая большая на Кавказе, но ее принцип был такой, да, вот ее подключать, когда надо. Как она Потому что ее изначально быстро можно создавалась. подключить. Поэтому гидростанции, они быстро запускаются. Ну, в общем, из И всей возвращаясь- потребляемой энергии в Абхазии, то есть майнинг уходит около 25%. 25-30, да? ну так, сейчас точно 30. очень трудно. Это когда всех... Я вам так скажу, 100 мегаватт это нагрузка города Сухум в пиковое время, январь-февраль месяц. Вот. Эти 100 мегаватт сегодня потребляют у нас майнеры. Потребляют абсолютно бесплатно, То есть незаконно, перегружая и амортизируя наши сети, превращая их в хлам. Вот. Подключаясь где хотят, как хотят. Вот. И примеров очень много. Буквально позавчера Черноморэнерго провело рейды, да, Да. Руслан? Вчера
Вот, за 2 выезда было около 9-10 мегаватт обесточено майнеров. То есть вы зафиксировали, За их 2 нашли, выезда, да. никакого Комиссия счетчика у создана. них, естественно. Абсолютно. Ни оплаты, ни счетчика, ни разрешения, ничего. То есть они, получается, израсходуют ровно столько, сколько вот потребляют все наши вот отопление же у нас только электроприборами, да? в Как городе? весь город в То сухом есть это зимнее вот время. столько же они потребляют, Да, если да, вот эти да, цифры да, верные. Да, да, это верно, абсолютно. Это возможно такое? Возможно. Это- Поверьте, вы просто масштабы, конечно, трудно себе представить, что они такие, но они такие. Практически сегодня не осталось в Абхазии деревни, где бы не стояли эти установки. Не осталось поселка, города. Используют заброшки, старые какие-то производственные помещения, склады, подвалы, дома, чердаки, кукурузники. Все под него пускают. Ну, я вот застрял на Черноморэнерго, извините Да. пока, но очень пока интересно. Вот Кабинет министров стало известно, что принял постановление о добыче криптовалюты. Вот. И вы, наверное, уже ознакомились с ним, да? Ну, это получается вроде бы и бизнес с одной стороны, но все о нем так говорят. Я вот думал, в чем прокаженный вот этот бизнес, что какое его отличие от всех других? Ну, в первую очередь, наверное, то, что они подключаются вообще Хаотично, хаотично, нелегально. как попало. А теперь они вынуждены будут, там, как положено, Да. зафиксировали, чтобы их и в Минстате, и в налоговые органы. И главное, в Черноморэнерго. Я думаю, что другие участники сейчас очень живо прокомментируют эту ситуацию. Она вот у всех уже на устах, по-моему. Какое у нас сейчас положение? Мы тоже получали от РУП Черноморэнерго сведения, что у нас потребление за 2019 год составило, поправьте, если ошибаюсь, 1,7 миллиарда киловатт-часов за год. Тот объем электроэнергии, который Абхазия потребила. При этом, по оценкам специалистов, порядка 400 миллионов киловатт-часов, то есть те же 25% были израсходованы лицами, которые занимаются так называемой добычей криптовалют. Это такой же бизнес, как и любой другой, ничего плохого в этом нет, но почему этот документ появился? Если продолжать наращивать темпы расходования электроэнергии именно для этой деятельности, то в один прекрасный день мы проснемся, не имея электроэнергии дома. То есть я не говорю про какой-то еще бизнес, я говорю про то, что утром зимой мы проснемся, а печку нельзя будет включить. Ну, это бывает и так. И для сравнения приведу пример. В местах, где, допустим, реки используются в тяжелом производстве, есть ограничения по использованию этих рек. Нельзя, допустим, все реки в одном регионе использовать и загрязнить их. Это точно такая же ситуация. Это было бы еще ничего, если бы они все-таки платили бы хотя бы за электроэнергию. Тогда бы их, может быть, столько и не было, правильно ведь? Ну, А так вот они подключились. И, Не знаю, конечно, возможно. Но тут другая ситуация, что если никаких мер не предпринимать, то, вы правильно сказали, мы придем к ситуации, что не поступают платежи в РУП Черноморэнерго, при этом просто мы остались без света. А что касается РУП Черноморэнерго, если я цифры не путаю, у Черноморэнерго сейчас задолженность перед налоговой и внебюджетными фондами в размере 230 миллионов рублей. За период с 2017 по 2020 годы из 230 появилась новая задолженность 120. То есть за вот эти 3,5 года. 50% от общей суммы, чуть больше 50. а вот, ну это же не сегодня все произошло. То есть это вот несколько лет, там, я не знаю, сколько лет, да, вот мы слышим об этом майнинге, криптовалюте. То есть вот за эти годы же можно было, наверное, как-то урезонить, или как вот сказать, я не знаю, этот бизнес. Ну, у нас есть постановление, это теперь уже отмененное Кабинетом министров Республики Абхазия, если не ошибаюсь, декабрь 2018 года, о введении запрета. Не могу прокомментировать, почему. В итоге лица все равно занимались этой деятельностью. Почему не произошло иного, тоже не могу вам сказать. Я То есть- могу добавить чуть-чуть. Наряду с запретом майнинга в самой Абхазии, они не ввели запрет на ввоз самого оборудования по майнингу. Вот, оборудование завозилось и вполне легально, так скажем. Естественно, потом оно растекалось по всем
Ну, это щели, компьютер, мы не можем запретить ввозить компьютер. Это Ну, обычный никто не компьютер, говорит в компьютер, принципе. нет. Никто про компьютер Ну, Есть... там не одна говорит. плата у него Не-не-не. своеобразная. Смотрите, Что какая там ситуация. Есть коды ТНВЭД, которые мы используем на территории Республики Абхазия. Среди них выделен код 8471, который как раз указан в пункте постановления о запрете на ввоз. Из всех видов товаров, которые попадают в эту товарную группу, выделены именно товары, которые используются, предназначены, именно формулировка, почему выбрана. Обычный компьютер не предназначен для этого. По своим техническим свойствам обычный компьютер в случае постоянного использования в целях добычи криптовалют в короткий период, промежуток времени выйдет из строя. Это оборудование специальное, произведенное именно для этого. И формулировка, которая указана в постановлении, она как раз нацелена не на запрет ввоза всей компьютерной техники, а именно того оборудования, которое не может быть, а предназначено именно для добычи криптовалют. Ну, да, я просто не осведомлен, насколько вот мне ранее, как-то давно еще говорили, что там просто вставляют какую-то плату и, в общем, все. В обычный, Нет, ну это не в обычный ПК. Это специально. Ну, вот выяснилось, значит, есть такое. То есть можно запретить и возить их. Но Что я и думаю, произойдет что- через 30 дней. Да, Уже, ну, видимо, 29. У нас срок ну, 2 месяца. если они уже Да, все да, здесь, я в про это принципе, говорю. кого мы запретим? Все еще завозятся? Завозятся Конечно, и сейчас. завозятся. Завозятся, да? У нас есть сведения из Государственного таможенного комитета о том, что до последнего времени, если не ошибаюсь, вот месяц назад мы запрос направляли, все еще завозятся. Не знаю, я вот и интересовался тоже у людей, которые занимались этим в Москве. Я говорю, вот у нас занимается это вот прибыльный такой бизнес. Они говорят, даже при вашей электроэнергии это, в общем-то, небольшие деньги можно заработать на этом. Не знаю, ну на самом деле, значит, получается, что не так, раз люди работают, занимаются этим. Если прибыль. Ну, оставим это в прибыль. Ну, это постановление, наверное, все-таки поможет нормализовать ситуацию Это постановление призвано не нормализовать ситуацию, а немного притормозить прирост. Вот зачем был введен пункт о запрете через 30 дней. Приостановить ввоз дополнительного оборудования. И за этот период времени в том же постановлении есть несколько пунктов о разработке нормативных правовых актов, которые будут и регулировать, то есть объяснять, что такое деятельность по добыче криптовалют, вопросы лицензирования этой деятельности и, естественно, ответственность за осуществление деятельности в нарушении установленного законодательством порядка. Ну вот в этот период перетока, когда будут нам подавать переток, там, по-моему, написано, что запретить вообще. Там два работу, варианта. да? Запретить, либо 2,50, до 2,50 за до киловатт-час. 2,90 из расчета средней стоимости перетока 1 киловатта-час за вроде 3 года, предшествующие году установления этого тарифа. Может быть, сейчас уже обратимся к Тенгизу Шотовичу. По постановлению этому, вот как вы к нему относитесь? И вообще вот что в соцсетях говорят насчет и майнинга, и вообще общей ситуации по электроэнергетике? Ну, как обычно, я буду говорить неприятные вещи. У нас ситуация в энергетике находится не просто в сложной ситуации, даже не катастрофической, можно сказать, что у нас энергетика в состоянии клинической смерти. И вместо того, чтобы проводить реанимационные мероприятия, извините за грубость, мы этим майнингом занимаемся насилованием этой отрасли. Больше по-другому нельзя никак это объяснить. Теперь непосредственно о самой ситуации, как ее решить. Я высказал свое мнение по поводу решения проблемы. Вообще я сторонник радикального решения, полного запрета. Но у государства сегодня нет ни возможности для того, чтобы осуществить полный запрет. Органов государственной власти нет достаточно такого управленческого потенциала, чтобы повлиять на ситуацию. Правоохранительные органы у нас слабые. Тут у нас практически все И население. законодательно, наверное, нельзя И это законодать, сделать. ну, в принципе, да, и законодать, конечно, нужно создать соответствующую нормативно-правовую базу, чтобы можно было воздействовать, репрессивно воздействовать на лиц, которые занимаются майнингом на территории Абхазии, незаконно. Но у нас таких ресурсов нет. И чтобы пойти по более мягкому пути, я предложил вариант закрытия границы.
запретить ввоз. Единственное, что мне не нравится в этом постановлении, это почему, во-первых, через месяц должны закрыть границу, и почему должны закрыть границу на 2 месяца. Не границу закрыть, а для Я ввоза имею в этого виду, оборудования. да, ввоз, ну, А границу то закрыть мы для сейчас данного народ товара. распугаем. Речь идет о оборудовании, четко, строго определенной товарной позиции. Вот как сказал правильно заместитель министра экономики, там есть товарная позиция в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Пока мы занимаемся вот этим вопросом, пока граница открыта, ежедневно, ежесуточно через границу перемещается товар. Помимо того, что официально перемещается товар, чтобы все понимали, есть еще теневая часть. То есть и неофициально тоже. Оборудование, о котором мы сегодня с вами говорим, это очень небольшие устройства, малогабаритные. Их можно с легкостью провести в багажном отделении транспортного средства. А в грузовом отделении большой машины их можно очень легко спрятать от досмотра. У нас, я предполагаю, что количество ввезенного нелегально оборудования значительно превосходит количество официально ввезенного. Это первое. Второе. У меня есть информация, я не знаю, насколько она достоверна, но ее очень легко проверить. В настоящий момент на территории Республики Абхазия функционирует не менее 300 тысяч таких машин. А вот откуда у вас такая вот Теперь информация? я Все-таки, могу сказать, как ее насколько можно это- проверить. Каждое оборудование, каждое устройство, которое используется для майнинга цифровой валюты, оно имеет свой электронный адрес, IP-адрес или MAC-адрес, да. Да, идентификационный номер. У провайдера есть возможность высчитать, определить, какое количество машин с территории Абхазии связаны с отдельными пулами. Вот их порядка десятков пулов, и он может определить, какое количество машин имеет связь с этими пулами. Высчитать с Я территории думаю, из Республики любопытства Абхазия. уже кто-то посчитал. Уже возможно, да, я не знаю, насколько это очень легко проверить. Органам госбезопасности достаточно или каким-то контролирующим органам достаточно сделать запрос по основным провайдерам и получить эту информацию. Но 300 тысяч машин в среднем потребляет у нас, ну вот я думал от 1 до 2 киловатт, но сегодня я вот выяснил, что чуть выше. От 2 до 3 Да, киловатт. даже до 3 киловатт. Да, от 2 до 3 киловатт. Да, у нас потребляет потребление одна просто единица. даже в разы превосходит. Не, ну то- общие цифры мы Да, слышали. ну, я думаю, даже 30% потребляемой электроэнергии. потребление в разы превосходит те цифры, которые мы услышали. У нас ситуация просто катастрофическая. Мы не понимаем масштабы проблемы. Эти масштабы проблемы мы поймем ближе, я думаю, через несколько месяцев. Потому что еще проблема в чем? Рынок постоянно, не рынок, а вот эта сфера деятельности, она постоянно расширяется. Если вы хотите остановить ее, нужно было в первую очередь, на мой взгляд, перекрыть ввоз на территорию страны нового оборудования. Если вы этого не сделаете, оборудование будет, количество оборудования, объем фондов будет расширяться этого оборудования. А потом уже ездить по всей стране, закрывать, искать, это значительно сложнее. Проще контролировать эту ситуацию на границе, когда Тенгиз ее везут. Шотович, но столько лет это все продолжалось, и тут какой-то там неполный месяц, по-моему, да, там надо подождать Это уже, до смотрите, запрета. ну, В принципе, насчет это не сколько так, лет это наверное, продолжалось. страшно. Что бы вы хотели еще сказать по вообще электроэнергетике нашей? Ну, мне по электроэнергетике там позиция однозначно. У нас вот сейчас обсуждается в обществе вопрос о возможности привлечения иностранных инвесторов в сферу энергетики. Я категорически, ну, лично я, по крайней мере, у меня такая позиция, я категорически против наличия иностранных инвесторов. Потому А что вот это присутствие... обсуждение, извиняюсь, на основании чего тоже, вот интересно, с чего-то начать, чтобы нам... Ну, есть в повестке взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации этот вопрос стоит. Он может быть особо не актуализирован сегодня, но, по крайней мере, он присутствует. Он присутствует в том документе, который сейчас гуляет по сети. Я не знаю, насколько что-то, этот да, по сети. документ, он достоверный, но, по крайней мере, ну, у меня есть достаточно основания полагать, что он реальный. В случае, если мы отдаем свою сферу, вот эту сферу энергетики иностранному инвестору, чтобы вы понимали, и общество остается без света, и майнеры, которые сегодня работают, тоже останутся без света, потому что иностранный инвестор, он не будет ни с кем разговаривать, как у нас достаточно мягко и лояльно относиться к обществу, как у нас относится Черноморэнерго. Они поставят счетчики, а эти счетчики в России будут, как в России, в принципе, будут отключать. Либо вы платите и сидите со светом, либо вы не платите и живете без света. У нас вообще, о чем я хочу сказать, у нас постоянная проблема между общественными интересами в стране и интересами частными. Постоянно из-за частных интересов у нас возникают проблемы у общества. Вот сейчас вот эта проблема майнинга, она кому-то приносит прибыль. Причем, что я хочу заметить,
прибыль она приносит в значительной части людям, которые обладают, либо обладали достаточными финансовыми ресурсами до текущего момента, имели возможность, занимали определенные должности, либо те, которые нашли каких-то иностранных инвесторов на территории там, других государств. И это достаточно состоятельные люди. У них стоят по 5, по 6, по 10 тысяч машин. И есть категория людей, которые в очень сложной ситуации, особенно в восточной части Абхазии, которые, не имея возможности прокормить свои семьи, где-то нашли, продали, я не знаю, там, машину свою, кто-то продал корову свою, кто-то дом продал, купили по 5, по 10 машин. Вот эти две категории. Теперь у нас какая ситуация? Если мы сейчас начнем бороться с этой проблемой и пойдем по домам, те, кто внизу находится, вот, простые люди, они не поймут эту власть. Либо надо закрывать фермы, огромные фермы, которые разбросаны по Абхазии, которые потребляют свыше, вот здесь вы сказали около 100 мегаватт. 90. Если 100, я думаю, что там порядка 400, ребята. Ну, столько, Я наверное, думаю, не получают они, Это в земле, это столько не общее, производится. Это очень легко проверить. Если мы будем знать, какое количество у нас машин функционирует на территории страны, и в среднем помножить на объем потребления каждого устройства, 100 мегаватт это не так много. И еще, кстати говоря, у Это меня огромно другой... для нашей. Это большая цифра, это уже понятно. Сейчас не будем мы Но вполне высчитывать возможно, что совсем досконально. приближается к этой 100? цифре. Да. Я думаю почему-то, Ну, что мы значительно посчитали, больше. где-то 50, Я вам 60, скажу да. так, зимой бывает, когда мы настолько перегружены нашей сети системы внутри города, что 30-40 ампер нам передать некуда. 30-40 ампер, чтобы вы понимали, это полмегаватта. Передать некуда. Просто передать некуда, Ну, все в подстанции перегрузе, тут все перегрузы, федера в перегрузе, все линии, да, обслуживающий город. И вот с головной подстанции нам говорят, уберите 30 ампер, нам некуда их девать. Идет перегруз наше оборудование, и нам приходится хоть какую-то часть отключить, чтобы переждать в это пиковое Еще время. один вопрос. Вот А мне- теперь сравнительно извиняюсь, к 100 мегаваттам, Да. которые вы говорите, небольшая цифра, она очень большая Огромная. цифра. Еще раз повторяюсь, это нагрузка всего города в самое пиковое время. То есть она, вот эта нагрузка равна нагрузке города. Это немало. Всего города Еще сухого. у меня Вот один вопрос. я хочу уже... Если позволите, у меня один Давайте вопрос еще один. Черноморэнерго. Вот в обществе существует вопрос, который всех грызет. Куда девались вот эти 100 мегаватт до того, как появились майнеры? Сегодня мы все свои 40% годовые с Ингургеса уже выбрали. То есть наш лимит мы уже забрали. Да. Мы свой лимит забрали, уже идем в долг следующего года. Батал Эдуардович, вот вы Вот прокомментируете. куда пошел этот весь запас, о Прокомментируйте уже котором вот вы говорите. масса всего тут И подняли на переток пойдет информацию. вот это. И потому стоит вопрос дефицита, вопрос перетока и частичное обсуждение вопроса ограничения. То есть вот сейчас отключения начинаются верные в связи с дефицитом, который возник у нас Естественно. благодаря деятельности Все майнинговых. верно, Ну, все конечно. верно, все верно. Ну, и без него дефицит, возможно, был бы. Но, Без этих, да, да. какое-то но количество. это было бы не сейчас, а месяца Да, через ну, 2-3. такого количества не было бы. И Хорошо, Батал Эдуардович, давайте я спрошу тогда, пока вот Хатун Лака кивнул, какую вы позицию занимаете вот по этому майнингу? Да, Вот еще как? раз всем здравствуйте. Энергетика – это основа национальной безопасности и развития национальной экономики Абхазии. Чтобы мы все понимали, почему она сейчас оказалась в такой сложной ситуации, я хочу отметить, что во время грузино-абхазской войны топливно-энергетическому комплексу нашей республики был нанесен огромный ущерб, сумма которой по данным правительственной комиссии на 1 января 1995 года составляла 2 миллиарда 200 миллионов долларов. А финансовая помощь, хочу дополнить, финансовая помощь, которая поступает из Российской Федерации по линии инвестиционной программы, начиная с 2008 по 2019 год включительно, на восстановление и развитие этой отрасли было направлено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это огромная сумма, но если перевести по сегодняшнему курсу ущерб и сравнить, то получается
около 2% всего лишь. То есть становится очевидным, что в этой отрасли нужны колоссальные объемы капитальных вложений. Как подойти к этому системно? Каковы основные задачи и направления были разработаны и включены в стратегию социально-экономического развития до 2025 года, которая была утверждена в 2015 году. Так вот, там предлагается разработать государственную программу развития национальной энергетической системы, а потом для ее реализации разработать законы соответствующие. Можно я вот встречный вопрос один? Кому-нибудь из наших соседей вот в Грузии, в Армении удавалось реализовать такую программу самостоятельно? По-моему, там везде вот они воспользовались какими-то инвестициями. Нет, речь не идет о том, что мы против инвестиций, это абсолютно не означает. Наоборот, и я хочу довести смысл в чем? Что мы пошли наоборот. Мы первым приняли закон об электроэнергетике в 2017 году, и мы видим, что в принципе только наличие закона не решает проблемы отрасли. Вот о чем речь идет. Любые проекты точечные, в том числе та тема, которую сегодня обсуждаем, производство майнингов, не включенная в программу, да, и вне программы, любые предложения и проекты будут, как вам сказать, добавлять нам проблем в эту отрасль, как это и имеет место. Но вот сегодня по постановлениям, вот вы начинали говорить, что действительно это нелегально, сегодня ведется производство. В декабре 2018 года было принято постановление полностью запретить. Это одна крайность, мое мнение какое. Но население и предприниматели, полностью проигнорировав вот это постановление, решили самовольно подключаться к этой системе. Это вторая крайность. Поэтому то постановление, которое вчера только что было издано, и, на мой взгляд, позволит уйти от этих двух крайностей. Это попытка регламентировать эту деятельность на уровне государства и, так скажем, первый шаг к легализации. Ну, что такое легализация? Это за этим постановлением придется большой объем работы провести вот как минимум в 3 направлениях. Первое – это тарифная политика, изменения. Там уже есть изменения, да, тарифов для тех, кто будет заниматься этой видом деятельностью. Вот Но будет ли им выгодно заниматься вот при 1,5 таких рубля тарифах? Вот это им интересно. прописали. Скорее всего, мне кажется, что это уже будет не очень выгодно. И, может быть, этот бизнес на этом и как бы немножко... Знаете, это тоже вопрос такой, который надо просчитывать. Ну, да. Потому что это в 2 раза как минимум меньше, чем тарифы в России, которые сейчас установят. Но в продолжении, если мы хотим выйти из кризиса, тарифную политику надо, к сожалению, менять и по отношению вообще к населению, то есть я имею в виду к физическим лицам. Если на будущее смотреть, знаете как, есть такой выход, допустим, минимальный объем, скажем, условно 1000 киловатт в месяц, сделать по 40 копеек, а сверх обязательно более высокие тарифы. Это один из выходов, варианты возможны в зависимости разные. от количества Да. потребляемой энергии. Но здесь есть и другая сторона вопроса. Чтобы это ввести, нужно наладить по учет и контроль. Вот с чем у нас реально проблемы, и это энергетики лучше меня знают. Второе направление легализации предполагает изменение системы налогообложения. То есть, если это предпринимательская деятельность, это не значит, они должны так же, как все предприниматели, не только платить НДС на границе, там, за лицензию платить, но еще и налоги. Иначе просто легализация ради легализации, это получается, вот извините, черный костюм переодели в белый костюм.
Да, это может настроение создаст, но для экономики важна цель. Надо, чтобы в бюджет поступали налоги. А вот здесь надо проработать, о каких налогах идет речь. Налоги есть на имущество, на доход, на прибыль, может спецналог на каждую машину единицу в Ну, я думаю, вот зависимости это несложно от сделать, выбрать производительности. какой налог. Это может Но, быть самый знаете, простой, там в самом какой-нибудь постановлении от вчерашнем, прибыли. вот извините, Гарик Александрович, вот я этот извиняюсь, момент я просто я еще хотел- не увидела, вот этот момент, связанный с налогообложением, если что, вот исправят. Ну, И там третье написано постановка направление, в налоговый орган. ну, орган, да, но это не Да. система налогообложения. Третий момент – это там имеет место критерий легализации. Это очень важный момент, если мы хотим вывести хоть какую-то часть. Ясно, как говорит Тенгиз Шотович, всю часть мы не сможем вернуть, это очень проблемно. Но хоть какую-то часть вернуть из теневого оборота. Конечно, нужно четко и будут, наверное, соответствующие ведомства четко прописывать, что под этим понимается. Удаленность от населенного места, там нормы, допустим, техники безопасности, пожарной безопасности, наверняка шумоизоляции какие-то показатели. Но все эти три направления, они приведут вместе в комплексе, вот проведя эту большую работу, к легализации какой-то части теневой экономики. Но, на мой взгляд, к сожалению, это тоже частичное решение проблемы. Вот такой пол сегодня у нас даже во времени, вот как приняли это постановление, я хочу что отметить, что это большую ответственность правительство сейчас принимает на себя, и это большой плюс. Вот до сегодняшнего дня мы все могли обижаться и в своих бедах все, что происходит в энергетике, винить Черноморэнерго, таможенников за то, что они это оборудование пропустили, производителей криптовалют. А с сегодняшнего дня вся ответственность на себя приняло правительство, что они обеспечат качественно и бесперебойно вот предстоящий осенне-зимний сезон. Но здесь какой подводный камень может быть? Мы-то с вами понимаем, что этот период может быть непростым. То есть могут быть сложности эпидемиологические, само состояние энергетики, о которой сегодня говорили. И если у нас произойдут сбои, то это будет как бы детонатором, скажем, социальной напряженности. Ну а дальше известно, что некоторые силы могут это, к сожалению, перевести в политический формат. Вот чтобы этого избежать, будем надеяться и желать всем нам, чтобы мы спокойно и без катаклизмов прошли осенне-зимний период. Понятно, спасибо. Все-таки вот наконец я уже перейду, надеюсь, к Баталу Эдуардовичу. Понятно, что этот майнинг существует нелегально. Но государство какие может принять меры? Это же элементарно, наверное, там выявить, изъять, ну какие-то простые вещи. Но у нас почему вот это вот сложно все? Вот в первую очередь я хочу сказать, что разговор о легализации добычи криптовалюты вообще идет уже приблизительно, ну, где-то года с 16-17. Вот, будучи в этом созыве парламента, некий законопроект на уровне проекта предлагался, но он как бы остался недоработанным, и все это дальше ход не имел этот законопроект. В общем, сейчас давать характеристику энергосистемы в целом, здесь специалисты технически уже охарактеризовали состояние и тот дефицит, который есть. Я так понимаю, что у нас до конца 2021 года приблизительно по общим подсчетам дефицит образуется, если в денежном эквиваленте говорить, около 3 миллиардов рублей. Это помимо майнеров и в принципе наш средний обычный тоже долг существует. Я вот вообще по профессии экономиста и не сторонник таких жестких протекционистских мер вообще, и то, что майнинг в Абхазии так качественно с точки зрения майнеров быстро стал развиваться, это отсутствие вмешательства государства в их деятельность. Другое дело, что в данном случае наша энергосистема не готова к современным формам бизнеса, к современным технологическим приборам, которые зарабатывают людям хорошие, я так понимаю, хорошие деньги.
На мой взгляд, вот первое, что сейчас постановление вышло, ну, опять-таки сложно судить по этой бумаге, посмотрим по результату, но это первый шаг, вот хоть какое-то действие на протяжении долгих лет. Я думаю, что это небольшой, но инструмент в руках наших энергетиков. И все-таки, вот я с Тенгизом Шотовичем тоже соглашусь, что надо было поначалу, вот первым шагом, все-таки ужесточить меры, потому что мы в парламенте, по крайней мере, детально не знаем ситуацию, технико-экономической ситуации. У нас официально к нам не поступал документ. Вот все, что обсуждается, это вот либо со средств массовой информации, либо соцсетей попадает. Нет, документ уже напечатали. Ну, вот сейчас спутники, поговорим. да. И этот документ, который вот обсуждается, тоже скажу, что за ситуация. В общем, происходящее всем известно, что как снежный ком проблема вырастала, люди, естественно, идут за дешевой электроэнергией. В Абхазии мы знаем тарифы 40 копеек для физлиц, 85 копеек для юридических лиц. Даже если официально они получали бы у нас сегодня в соответствии с действующим законодательством и установленными ценами для юридических лиц, они платили бы 85 копеек. Насколько мне известно, такого тарифа нигде в странах, там Казахстан, Россия, вот где Грузия соседняя, вот где бы не стояли эти крупные майнинговые аппараты, нигде такой цены на электрокиловатт отсутствует. Следовательно, в эту отрасль ринулись многие люди, богатые, небогатые, сложно судить, но инвестиции в эту сферу пошли. С нашей стороны что нужно? Если какие-то законодательные нормы Министерство экономики, Кабинет министров предложит, я уверен, что регулирование этой отрасли будет протекать быстро с точки зрения принятия законов и последующих действий. Также я хотел бы поддержать наших энергетиков. Я знаю, к сожалению, не раз мы сталкивались, в 2017 году принятие этого закона было связано тоже с общественным недовольствием. И то, как это происходило, помню. Сейчас уже парламент выразил свое мнение, кстати, целиком. И этот закон, на мой взгляд, отображает национальные интересы. Другое дело, что эта отрасль катастрофически нуждается в инвестициях. Но чтобы понимать, о каких инвестициях идет речь, нужно нам технико-экономическое обоснование, то есть как и сколько. Но пока ни программы, целевой программы нет, следовательно, этот закон и остальные нормативно-правовые акты, они носят ситуативный характер. Перспектива все-таки за модернизацией энергосистемы целиком. То есть откуда нам брать? Почему общество всегда так, и Тенгиз Шотович тоже этот вопрос с обратной стороны, со стороны общества это поднял, потому что все задаются вопросом, а кому будет принадлежать энергетика Абхазии? Но ответ сегодня, он в законе есть. Он принадлежит государству и не подлежит разгосударствлению. Это один вопрос. Но под этот закон как найти инвестиции? Я очень рассчитываю на Министерство экономики и на руководство Черноморэнерго, что они в ближайшие короткие сроки найдут способы и нам предоставят схему реализации, то есть пути выхода из сложившейся ситуации. Очень рассчитываю. По поводу майнинга я скажу, наверное, последнее, что все эти программы — это хорошо, но если человек подключается к сети без разрешения и не собирается платить за электроэнергию, ему такая программа, в принципе, даже не нужна. То есть его можно остановить на этом этапе. То есть обрубили, запретили. Но если это нелегально, это же незаконно. Сейчас эта программа уже для тех, как кто озвучили легально. здесь. Есть люди, которые, видя такой тренд, что это приносит прибыль, простые люди продали свой транспорт, кто-то квартиру заложил. Их винить в этом, что государство, мы не смогли проконтролировать этот вопрос, это
ну, неправильно. И в данном случае сейчас их отрубить от электросети, ну, получится так, что у нас возникнут, ну, Но если они не плательщики, Ну, упорядочить. Что там упорядочить, я Отключить, говорю, что конечно, их нужно обязательно. упорядочить. Да, Ну, если зарегистрировать. наша энергосистема опять-таки позволяет это сделать. Ну, И уже в меньших объемах, уже ну, индивидуально. если не каждому. отключают, так они дальше продолжают работать. Это происходит давно, поэтому я за Ситуация кардинальное запущена, и мы решение это знаем. Вот, этого если вопроса. говорить откровенно, ситуация запущена, и она вот возникла не сегодня. Это уже на протяжении многих лет она растет, просто она не останавливается, и поэтому интерес у людей с деньгами инвестировать в эту отрасль существует. И мы с вами это понимаем. Вот это постановление, это пока просто как звонок, на мой взгляд, и маленький инструмент, маленький скальпель в руках энергетиков. Все. Да, Все, не будем больше об этом майнинге. Давайте уже какие перспективы развития все-таки нашей электроэнергетики. И вот в этот период приближается уже зима, холода, как известно, еще и ремонт Ингургэс. Кстати, за чьи средства ремонтируется Ингургэс? Ну, за средства грузинской стороны, конечно. Кому принадлежит, это Ну, юридически. мы знаем, что нам принадлежит. Я скажу Мы так считаем. Если Ну, спросить ясно, ту что сторону- я в Но этом вопросе юридически, к нет. сожалению. Мне известно, на балансе Черноморэнерго только линии электропередачи, понижающей подстанции, ну, передающие сети, так да, скажем. да, Это да. официально, Да, что есть на официально, балансе у Черноморэнерго. республиканского унитарного предприятия Черноморэнерго. Да, все линии То есть мы, электропередач. получается, и не должны это ремонтировать, пусть они ремонтируют. А мы смогли бы отремонтировать? Нужно Да, задаться тут тоже вопрос. Дефицит уже существует. До конца года он составляет 240 миллионов рублей, 240 миллионов киловатт-часов. Это до конца года. И до остановки 360 миллионов киловатт-часов. Поэтому в скором Но, времени у нас, да. Ну, это как скорее не покрыть? перспектива, как выйти из этой ситуации, Да. этой зимой. Да, И вот перспектива. перспективы уже дальше, наверное, да, вот какие будут. А это- дальше как? Дефицит есть, да? Значит, нужно строить генерирующие станции, а по-другому как дефицит? Государство должно задуматься. Электростанцию надо строить. И изучал вот опыт соседей, вот они там им инвестируют, и, естественно, им помогает и Европейский Союз. Сейчас у них вообще программа в Кахетинском районе построить множество солнечных электростанций. Вот там Ну, у них, да, тендер много такой построено есть. гидростанций. Вот, да, у они наших построили соседей. много гидроэлектростанций, и 10 сегодня у них строится. Ну вот, они развиваются. Ну, немножечко обобщите, вот, что нас ждет этой осенью, Ну, зимой этой уже вот. осенью, я же говорю, сейчас Что будет переток, в скором будет времени, нормально. да, у нас встреча с грузинской стороной, ну, дирекция Черноморэнерго. Там, ну, с руководством энергетики Грузии будут проговариваться вопросы. В это время, во время остановки, грузинская сторона сколько сможет поставить электроэнергии в Абхазию. После этого, да, там, когда будут известны какие-то цифры, большая делегация, да, представители правительства, Министерства экономики с представителями Черноморэнерго будут иметь встречу в Москве, тоже где будут прорабатываться вопросы перетока в Республику Абхазия. В это время дефицита. То есть все постараются сделать все, чтобы не вводить ферных отключений и ограничения подачи электроэнергии на осенне-зимний период. И все правительство и руководство Черноморэнерго сейчас занято этим. А перспективы развития, конечно, энергетика должна развиваться опережающими темпами всегда в любом государстве. И уже люди и население должно думать, а как это Ну да, сделать? потребление За растет 40 с копеек, каждым за 40 днем. копеек не сделаешь, за рубль не сделаешь. Конечно, Соответственно, инвестиции должно нужны расти. большие. У нас просто вот в текущий период, и вот я так предполагаю, что с учетом того объема потребления электроэнергии, станет вопрос нагрузки нашего бюджета. То есть вот эти миллиарды рублей, о которых идет речь, Да. то есть если их перевести Доплачивать в надо. киловатт и обратно, то есть тут вопрос в чем? Кто будет платить
за потребление, за этот профицит потребления электроэнергии. Вот, да, тут государство, ну вот почему я как бы сторонник быстрых мер, вот в плане ограничений, завоза оборудования, что в принципе у нас может такая патовая ситуация возникнуть, что 3 миллиарда рублей, как мы знаем, практически составляет, ну, 30% бюджета Абхазии. Вот этот вопрос в ближайшей перспективе нас ждет. Это непосредственно и парламент решает этот вопрос. Мы уже готовимся, я так понимаю, к секвестированию части бюджета, ну, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вы знаете, курортный сезон был, ну, начат только в августе фактически, и наличные средства в Абхазию зашли очень поздно. И все это скажется. Плюс колоссальное потребление электроэнергии, и все это перейдет в нагрузку на бюджет. К сожалению, у нас сложная ситуация ожидает. Вот я хотел бы как-то, чтобы и наше правительство, и наши энергетики в перспективе какой-то выход подготовили, если это возможно, то есть, ну, не откладывая долгий ящик. Да, над этим, ну, еще одну цифру я хотел привести. В довоенной Абхазии, в советское время, Абхазия 600 тысяч и, да, населения практически, около 600. И производства были какие-то. Производство, да, потребляло 250 мегаватт. Ну, все дома были теплые. Работало тогда централизованное Ну отопление да, в я о городах. чем хочу сказать. Сейчас в 2 раза меньше населения, экономики, практически заводы не работают, ничего, потребляют 400 мегаватт. Значит, нерационально используется электроэнергия. Не в тех целях. Электроэнергия это для экономики создавалась, чтобы работали заводы, фабрики, а не для того, чтобы обогревались дома. Ну вот кто-то должен тоже пропагандировать Да, какие-то экономичные и отопительные дисциплину системы, да, нужно для- вести потребителям, даже и частный сектор. Потому что, да, мы говорим населению, но население, когда не платит, оно бесконтрольно потребляет. Может, там лимит 10 кило, 15, но он может потреблять 40 кило. И население может в такую же цифру выйти, как и эти, ну, то есть бесконтрольное Понятно, когда не потребление. платит, То он есть и не дисциплину смотрит, нужно- включено или выключено, там включено и забыл. Да, Вот, оно это не понятно. беспредельное. Вот, и эта электроэнергия уже кончилась. Ну, самый вот такой бич у нас это то, что мы не платим. И вот в первую очередь я вот думаю, что с этого надо начинать, наверное. И с майнингом там решится Ну, все. у нас, знаете, помимо того, что мы не платим, есть еще несколько моментов. Первый, с 11 по 14 годы у нас проводилась программа установки счетчиков для отслеживания потребления электроэнергии. В тот период, если не ошибаюсь, практически все, там 99% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были обеспечены этими устройствами. В настоящее время из 54% оплаты за потребленную электроэнергию, если посмотреть, какое количество оплачивают физические лица и юридические, у юридических оплата близка к 80. Ну, тем более, да. Потому что у них У стоят нас счетчики. главное не только, ну как-то более дисциплинированный именно. Тот, кто занимается предпринимательской деятельностью, он понимает, для того, чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать. Ну, я думаю, что они к этому просто немного иначе относятся. У нас есть проблема с физическими лицами. Помимо этого, помимо того, что просто установить, допустим, во всей стране счетчики для того, чтобы понимать, кто сколько потребил и должен заплатить, у нас помимо этого есть еще одна проблема, что по нормативу, с учетом нашей энергосистемы, допускается 17% потери электроэнергии при передаче от вырабатывающей станции до потребителей. Да. У нас в связи с перенагрузкой, в том числе линии 220 киловольт от Шугара и других, в том числе и распределительных сетей в городах, наши потери составляют порядка 40%. Это огромные потери. Это допустимо Это такие? огромно, это В связи с ненормальный, В ненормативный. связи с чем у нас, помимо того, что просто бегать за теми, кто не платит, необходимо развивать нашу энергосистему, то есть модернизировать и в части установки счетчиков, контроля за оплатой, и в части обновления оборудования.
У нас еще Чтобы потери уменьшить технически. под льготы попадает, если я не ошибаюсь, Да, таможенный комитет, Да, МВД. милиция. милиция, суды, Большой перечень. 50%, по-моему, у них тариф. Список намного шире. Да, там список еще намного шире. И бригадирская этот охрана, список, возможно, таможня, да, всё возможно, остальное. нужно Да, пересмотреть. пересматривать обязательно, Да, потому я что 40 насколько, копеек это я наша- насколько знаю, при принятии бюджета мы часто задаем вопрос, перекрывают ли эти ведомства даже вот по ту стоимость, которую им установили, они оплачивают или нет. Зачастую задолженности образуются, и эти задолженности попадают либо в секвестр, либо переходят на следующий год. То есть и такая практика существует. Там надо вот этот вопрос как-то рассмотреть. На мой взгляд, что их из сферы льгот надо вывести. Ну, а вот тут существующие льготы на сегодняшний день, конечно, они уже несправедливые. Они Это, уже... наоборот, Я я с вот Это удовольствием- после военный период Да. они были как-то оправданы, эти льготы. А учитывая кстати, эти 40 участники копеек, я войны не думаю... льготники, а вот остальные почему-то Да, льготники. да. Вот, Если ну, бы вот эти эти- К льготы слову, были- развитие законодательства, развитие администрирования в целом. Вот все В общем, те вопросы, проблем, которые прозвучали, конечно. да, и предложения. А? Вот если те предложения, которые сейчас прозвучали, и по тарифной политике, и по модернизации, по учетам, по счетчикам, это все, если свести в одну общую системную среднесрочную программу, и там определить, начиная от Ингургес и заканчивая все наши системы, элементы этой системы, и посадить в ближайшее время рабочую группу специалистов, чтобы вот работали над этой программой, и тогда мы получим возможность, мы и так много времени упустили. То, о чем вы сказали, был здесь институт московский, они провели обследование состояния нашей энергетики. Они в своих ценах оценили полное восстановление наших сетей, высоковольтных, низковольтных, всего распределения в 65 миллиардов рублей. Согласен, что они что-то завысили, пускай будет 30 миллиардов. Из каких средств осуществлять это? На сегодняшний день, если говоря не о долгосрочной, а о ближайшей перспективе нашей, склады Черноморэнерго пустые, расчетные счета пустые, в Суэце у нас все пусто. 300 миллионов должно Черноморэнерго, порядка 4-5 миллионов сегодня Суэц должен. Поставщикам по налогам, по всем этим делам. Придет зима, наступят холода. Чтобы завести соответствующее электротехническое оборудование и создать аварийный запас, это надо расположить заказы, обеспечить доставку месяц надо. А какой вы видите выход? Вот? Я не знаю. Вот это и... Выходы, Дадут, уже мы сделаем. план Я быть. добавлю. Да, из чего брать, я не знаю. неэффективное Это на управление, фоне до чего мы сегодняшнего дошли. процветания тех биткоинов, которые нашли вот это прекрасное окно для развития своего бизнеса. Да? Выход знаете какой? У нас вариантов нет. Мы эту электроэнергетику будем сами восстанавливать, либо ее вместо нас восстановят другие. Если ее восстановят другие, она уже будет не наша. Электроэнергетика – это важнейшая часть инфраструктуры. В современном мире, в котором мы Понятно, живем, понятно. это почти равносильно жизни. Если нет света, жизни тоже нет. Если мы хотим восстановить электроэнергетику, во-первых, вот этот вопрос, который стоит майнинга, его нужно решать предельно жестко. Максимально жестко, насколько это возможно, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. И второе, чтобы поддержать отрасль, нужно снизить затраты государства на аппаратные расходы, затраты государства на служебный транспорт, минимизировать все расходы и увеличить бюджет этой организации. Понятно. И еще один пункт очень важный. Вот Хатуна Акакиевна правильно сказала, тарифы нужно менять. С такими тарифами нормального электричества мы никогда не получим. У нас даже Мы сегодня о финансовый... качестве электричества вообще У нас даже дисциплина не возникнет по отношению к Не до электричеству. этого совсем сейчас. Да, вот, Экономический принцип, а тарифы он вы имеете в не виду в может какую тариф сторону? быть Тариф должен ниже быть выше. себестоимости. Выше Такого должен, не да. бывает. То А есть в иначе- 2 раза тариф Это тема ниже для другой себестоимости. передачи. Я так подозреваю, что за вот эту осень и зиму у нас будет много поводов встретиться в этой студии и обсуждать проблемы в нашей электроэнергетике. Но надеемся, что и население с пониманием поймет все-таки, вот если будут ремонтировать Ингургес, ну понятно, будут трудности. Но за счет перетока я надеюсь, что мы не увидим этих трудностей, будем на это надеяться, и вы сделаете все для
того, чтобы население как бы не ощущало остро нехватку электроэнергии. Спасибо за участие. Сегодня все были очень активные. Спасибо, до Спасибо, до новых свидания. встреч.